вход и удостоверение личности любое. Почему? Ну как? Положение такое. Основание чего? Можете ознакомить нас, потому что мы не согласны вот с этим совершенно. Надевайте маски и одноголосие. А без масочек никак? Ну, не дышите на меня, пожалуйста. Ну вы сами защищены. Да, видите. Документ стоящий То есть мы видим, что Сити-парк, проверка происходит QR-кодов, паспортов. Да, люди, которые не уполномочены на проверку документов, удостоверяющих личность, они проверяют паспорта. Да. Стоит волонтер, так мы понимаем, да? Да, и проверяют паспорта и сертификаты. На улице искать, заходите уже с готовым. Да? Вот. Это вот проход торговый центр. У нас по паспортам идет проход торговый центр по QR-кодам. Так, дайте-ка я пока ознакомлюсь на основании чего. Да, давайте поглядим. А подписи вообще нет главы Республики Мордовия под этим И здесь вообще стоит... документом, так называемым. Ни подписи нету, ни его печати синей, правильно? Да, это идет управление какими-то... Это какая-то непонятная чего-то, бумага. вообще распечатка, да. Понятно, что вообще. Обязательно. Сити-парк Ильченко Иван Михайлович. Хорошо. А, пожалуйста, объясните, на основании чего ущемляются наши права. Давайте вы сначала наденете маску. Конституционное, во-первых, помещение, потому что вы нас не Значит, допускаете. смотрите, вот есть указ главы Республики Мордовия, да? А мы его Вот засняли. Указ главы не может быть 2020 выше года. Конституции и федеральных федеральных законов, которые Вы же не нарушают права хотите- вы же не покупателей хотите сказать о на том, что- предоставление услуг. Вы можете послушать? Да, хорошо. Вы же не хотите сказать о том, что главу Республики Мордовии назначили вопреки Конституции Российской Федерации? Правильно? Так. Ну вот. Мы это не какая-то оспариваем. Президент Российской Федерации все вопросы по борьбе с пандемией делегировал права на глав местных регионов, на местных руководителей. Так. Поэтому Так они пусть борются, но они не могут Молодые нарушать люди, молодые федеральные люди, законы молодые люди, и давайте Конституцию. 5 статья основного закона ограничения права и свобод граждан могут осуществляться только федеральными законами. не вопрос. Подождите, давайте я договорю. Федерального закона об ограничении прав и свобод не было. К тому же закон номер 3 2001 года о чрезвычайном положении, также закон 52 1999 года о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения говорит о том, что ограничения прав и свобод могут производиться только после того, как президент страны объявит либо чрезвычайное положение, либо карантин, чего не было сделано. Поэтому в данный момент вы нарушаете наши права, поскольку все эти условия по федеральному закону и Конституции не были бы осуществлены, и вы в данном случае, Иван Михайлович, лично вы препятствуете нашему проходу и нарушаете наши права граждан и людей согласно Конституции. Вы с этим согласны? Нет, я с этим абсолютно не согласен. А такой еще вопрос. Спасибо вам за лекцию. Я Это отвечу не человеку, я лекция, отвечу это нормативно-правовые акты. Иван Михайлович у нас удалился. Добрый вечер. Наверное, полиция, пожалуйста, Сити-парк. Документ храним. Да. А Сити-парк, торговый центр, это улица, по-моему... А подскажите адрес, куда вам вызвать полицию Прямо можно? к входу просто нас не пускают. Они Пишем заявление о нарушении наших прав и свобод в соответствии с Конституцией. Статья 27. Препятствие свободному передвижению граждан на территории страны. Нарушена свобода передвижения. Ограничения прав и свобод могут осуществляться только федеральными законами. Федеральные законы об ограничении приняты не были. Тем не менее, пройти мы на территории торгового центра не можем. так примерно, а сколько пришли сюда? Здесь 16, наверное, 16:35, да, примерно? Мы здесь Ну да, стоим. где-то так. Вот здесь подпись. На представленном нам указе отсутствует подпись, отсутствует гербовая печать. То есть откуда был взят этот документ? Вы теперь тоже в курсе, да?
что указ противоречит Конституции и федеральным законам, и вы продолжаете его выполнять. Информация была доведена до вас.